У меня в доме живет кот, который вообще не поддается дрессировке. Интересно, а как дела обстоят с собаками? И на этот вопрос нам может ответить наш гость, который находится уже в студии. Мгм. В гостях у нас Исенгельды Мукеева, эксперт-кинолог международной категории. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Наверное, самое главное нужно будет пояснить, кем является кинолог, ведь некоторые из нас не знают. Ну, кинолог – это человек, который занимается собаками. Дрессировкой собак, правильно? Не Или- только дрессировка. Кинолог – это такое обширное понятие. Кинолог – там все. Там, если инструктор-кинолог по дрессировке, есть эксперт-кинолог, это значит эксперт по экстерьеру. Очень много всевозможных ответвлений. Есть очень много людей, которые любят собак, и вообще, есть ли у них шансы в будущем стать кинологом? Конечно, здесь просто человек должен сам для себя понять, нужно ли это ему. Потому что есть просто любители собак, которые любят, берут свое животное одно единственное и любят его бесконечно. Есть профессиональные кинологи, которые занимаются разведением породистых животных. Это очень сложно. Здесь нужно иметь какой-то багаж знаний, знание породы, знание того, что ты хотел бы в этой породе улучшить, усовершенствовать. Вот, и как правильно с этим работать. Вот такой вопрос. Можно ли отдавать своих щенков? То есть когда уже можно будет их отдавать в школу тренировочную? Значит, ребенка, я называю щенков так, надо обучать уже с детства, так же, как и человеческого ребенка, с малолетства, с щенячьего возраста. Вот, к определенным делам, там, приучение к туалету, что нельзя грызть там мебель, что-то еще. За то, что он делает хорошо, надо хвалить, за то, что, скажем, нежелательно, надо наказывать. Вот. Все так же, как с ребенком. Хорошо. Это получается минимальный возраст, это сколько месяцев уже? Ну, если вы уже собираетесь заниматься прям вот, ну, с 2 месяцев уже 100% надо начинать. 2 месяца ребенок находится с мамой, она его кормит, обучает своим премудростям. Вот. А после 2 месяцев щеночка уже можно отдавать в руки новым хозяевам. И там уже начинается воспитание внутри семьи. По воспитанию, есть ли какой-то распорядок дня у собаки, который Ну, там больше всего, да, надо сразу для себя определить, потому что сейчас люди все заняты. И, значит, самому надо разграничить день так, чтобы и собаке было комфортно, и хозяину было комфортно. Соответственно, кормление 2 раза в день для взрослой собаки достаточно, для щенка от 6 до 4 раз в день. Есть специальный какой-то рацион еще? Есть специально, ну, я кормлю специализированными кормами. Это немножко упрощает все дело, не надо отдельно витамины покупать, корма уже сбалансированы. Ну, желательно брать корма тогда премиум, супер премиум класса, они более качественные. Вот, говоря о кормлении, что запрещается категорически давать своим питомцам, собакам? Ну, вот самое, что запрещается, это не надо приучать собаку к кусочничеству. Вот эти вот бесконечные подачки со стола, с рук всей семьей, потом эта собачка превращается в огромный шарик, который не пройтись, только лежит и пыхтит, потому что животное жирное. Вот. А собачку надо кормить как вот правильное питание. Утром, днем, вечером и прогулки, соответственно, не менее 2 часов собака должна в день гулять. Отлично. Вот такой вопрос. У нас была собака, овчарка. Вот как раз-таки мы занялись ее воспитанием с самого начала, и получилось так, что, в принципе, мы научили ее как-то какие-то команды выполнять, идти домой, все такое, но вот неугомонно она лезла к нам, прыгает, когда мы подходим. И можно ли уже собак, допустим, годового возраста отдавать на обучение? Возможно ли их перевоспитать? Вот такой вопрос. Ну, скажем так, это будет немножко сложнее, чем взрослее собака, тем сложнее ее воспитывать. Но вообще, скажем, даже взять старую школу воспитания собак, скажем, именно командам собаки начинали обучаться с 6-7-месячного возраста, не раньше, а уже защитно-караульной службы после 1,5 лет. Поэтому, в сущности, если взять на примере, как вы говорите, немецкая овчарка, почему она, скажем так, себя вела? Во-первых, это животное служебное. В
темпераментная. И вы не давали ей достаточно выгуляться. Поэтому она всю вот эту энергию умещала на вас. Да. Ну, после услышанного всего вами, наверное, наши телезрители захотят тоже своих питомцев отдать в профессиональные школы. И вообще, где они находятся, и вы можете Ну, поделиться скажем так, у нас информацией. прям профессиональной школы в этом отношении нету. Есть инструктора-дрессировщики при клубах, которые занимаются этим. Я бы не советовал отдавать собаку. Мгм. Я бы советовал хозяину самому с собакой идти заниматься с инструктором. Инструктор будет дрессировать хозяина, хозяин будет дрессировать собаку. Вот так. Потому что ей, да, инструктор выдрессирует вашу собаку, но она вас слушать не будет, она будет слушать инструктора. Интересно. А есть ли такие вообще собаки, учителя, которые обучают тоже собак? Конечно. Есть, да? Сейчас очень так широко кинология, ну, в Европе, и зоопсихологи есть, и всевозможные там и няни, и садики, и все что угодно есть для животных. У нас, конечно, до этого еще не дошло, ну, ничто не за горами. Ну, вообще отлично. Я знаю, что у вас ежегодно, если не ошибаюсь, проходят выставки собак. Да. Когда в этом году? Она уже прошла, В наверное. этом году наша выставка прошла 26, ой, вернее, 7 ноября. Вот. Было проведено две национальные выставки с общим количеством собак, где-то 250 в общем с двух выставок. И, значит, были представители из Казахстана и наши собачки. У нас кинология достаточно на высоком уровне. Есть породы, которые могут спокойно выставляться на таких. Были ли заняты какие-то места? Конечно. У нас значит, выставка как проходит в несколько этапов. Сначала идет экстерьерная оценка по породам. Эти породы входят в определенную группу. Выбирается лучший в породе сначала, потом лучший в группе пород, а потом лучшие в группах своих пород соревнуются на лучшую собаку выставки. Вот. Вот так. Ну, отлично. А все-таки вот есть разные виды собак, допустим, отдают их собаки-спасатели. Что они вообще из себя представляют и какая программа у них обучения? Здесь очень сложно. Во-первых, собака-спасатель должна обладать определенными качествами, потому что собака-спасатель – это поисковик. Собака должна иметь очень хорошее чутье, потом должна быть очень коммуникабельна. Вот. Это целая там большая сложная система. Не каждая собака может этим быть. Из 100 щенков, выбранных для, скажем, подготовки, остается где-то 3-5 собак максимум. А вот, кстати, может ли любая порода собаки отдаваться на обучение спасателя? Нет. Какие породы? Нет, здесь определенные породы. Я не далек от этой специальности, но могу сказать, которые породы в основном используются. Это спаниели, лабрадоры, голдены, эти бельгийские овчарки, собаки, которые имеют очень хороший нюх. Да, и имеют хороший темперамент, которые работоспособны и могут длительный срок работать. Вы пришли не сами, а с другом. У нас, да, шерстяной гость находится можно ли в узнать студии. породу? Можно погладить? Да, конечно. Можно узнать породу? Это щенок. Какой возраст у него, Это интересно? 4-месячный щенок Четырехмесячный. породы чау-чау, да, черного окраса. А понимает ли он команды? Ну, чау-чау, скажем так, это не та порода, которая дрессируется. С этой собакой надо разговаривать. Это они как люди. Со временем я остановился на этой породе, культивируется у меня в питомнике. Сейчас основная порода это чау-чау. Но он очень огромный, несмотря на Да, возраст его. Это достаточно крупная. Маленький медвежонок. Да, очень уравновешенная. Почему я к ним перешел? Потому что с возрастом становишься спокойнее, хочется рядом иметь что-то спокойное, не напрягающее. Да. Поэтому эта порода вот очень соответствует этому делу. Ну, наверное, учитывая его шубку, его мех, он переносит. Они, да, высокую прекрасно температуру. живут на улице в любую температуру, прекрасно переносят морозы. Вот. Но также их прекрасно содержатся в квартире. Кстати, вот насчет этого, наш народ, большинство содержит собак на улице. Это как вы к этому относитесь? Нормально ли это?
Да почему бы и нет? У меня собаки тоже живут на улице, только вот, скажем, некоторые представители живут дома, потому что, там, скажем, это декоративные собаки, таких шпицы, их и светлого окраса, их содержать на улице, их просто они будут черные постоянно. Мгм. А так нормально для нас. Абсолютно. И вот насчет, когда вот мы брали хаски, допустим, это был этот хаски плюс лайка. И тогда нам сказали то, что наш климат, он не подходит для них. Вот, и тут такая шерсть тоже объемная. Нет, лайка это хаски и лайка это северные породы. Вот. И собака это рабочая. И по большому счету эта собака для чего создана? Лайка для охоты, а хаски это вообще ездовая собака. Она требует очень больших физических нагрузок. Ее надо запрягать в сани и надо на ней ездить. Иначе это будут бесконечные побеги или разнос дома. Хорошо. А вот, допустим, такая порода собак, она более спокойная, с детьми можно ее брать, допустим, Да, себе? абсолютно. Чау-чау очень уравновешенные. Они уживаются с любыми животными. У меня прекрасно живут они с кошками. Вот. Причем, скажем, они вот в доме у меня бывают только в щенячьем возрасте, потом они живут в сущности в вольерах, во дворе, но при этом они абсолютно не конфликтны. Они спокойно могут зайти в любое время в дом. В доме у меня кошки, и никаких конфликтов не происходит никогда. Не было зависимости. Нет никаких угроз? Да, С детьми можно брать? великолепно с детьми общаются у меня собаки. У меня очень много племянников, внуков. Они приходят в гости, прекрасно общаются с собакой. Они даже с другими собаками, вот эта порода, она очень лояльна. Они очень уверены в себе, такие, можно сказать, императорская такая собака, надменная. Вот. Но в любой момент она всегда постоит за себя. Они великолепные охранники. Это собака, по большому счету, одного хозяина, одной семьи. Они очень недоверчиво относятся к посторонним. Поэтому они очень, и несмотря вот на такой как бы маленький размер, они достаточно мощные собаки. Это собака, которая взрослый кобель может весить и до 40 килограмм. Поэтому у них очень мощный костяк, очень мощные объемы. Они очень, у них нету задней скорости. Он если пойдет убивать, он будет убивать. А у вас есть какое-то предпочтение какой-то породе определенной? Ну вот сейчас, на данный момент, у меня любимая порода это чау-чау. Это уже на протяжении, скажем, 8, 15 лет. Да, 17 лет я живу в частном доме, вот 17. Я раньше в квартире, когда жил, себе не мог позволить эту породу. А как переехал в частный дом, я завел сразу себе чау-чау. Ну, отлично. Вот смотря на такой пушистый мех, хочется спросить, какого ухода требует такая собака? Потому что... Ну, уход требуется за шерстью, ее хотя бы раз в неделю надо прочесывать. Но шерсть имеет сама такую текстуру, она отталкивает грязь. Единственное, во время линьки только расчесывать и все. А так просто поддерживать ее в порядке, все, хотя бы раз в месяц ее купать. И собака не имеет запаха псины. Ну, вообще, очень круто. Можно, значит, содержать и дома, если такая Абсолютно. возможность Я будет. почему и говорю, что они прекрасно живут у нас и в квартирах. Очень много у нас владельцев, которые держат, покупали у меня щенков и содержат их в квартирах. Вот. У нас вот с прошлого помета 3 щенка уехали в Англию, улетели. Вот ее сестренки. Круто. Я очень часто слышу от друзей и от знакомых, что одна из самых высокоинтеллектуальных пород — это немецкая овчарка. Насколько это вообще достоверно? Или это просто, может быть, такой стереотип сложился в это, обществе? скорее всего, стереотип. Здесь все индивидуально. Потому что есть овчарки как и умные, то есть также и не совсем умные. Вернее, совсем не умные. Кстати, по уходу за собаками у меня такой вопрос. Допустим, насчет гигиены, во-первых, и, во-вторых, насчет здоровья. Сколько раз нужно прививать собак? Какие процедуры обязательны, хотя бы вот минимальные? Вот начиная с рождения щенка, с 3-недельного возраста проводится первая дегельминтизация. Через 2 недели проводится повтор. Вот. В 2 месяца первая прививка. Через 21 день ревакцинация прививки. И в течение месяца можно сделать прививку от бешенства. Следующая прививка идет в год, комплексная и бешенство, и так ежегодно. Каждый год нужно... Каждый раз в год собака должна быть привита от вирусных заболеваний и от бешенства 1 раз. Дегельминтизация проводится раз в 3-6 месяцев. А вот как быть с
купанием собаки в зимнее время? Раз в месяц это обязательно или как-то... Вообще по мере загрязнения. Но если у вас собака выставочная, вам надо ее шерсть поддерживать в определенной форме. Поэтому здесь мытье даже чаще, чем раз в месяц, раз в 2 недели, специализированными шампунями, использованием определенных кремов и так далее и тому подобное. Есть собаки, которые, скажем, именно по шерсти ценятся, ну, в смысле, как оценка по шерсти одна из таких весомых. Вот. Это йоркширские терьеры, мальтезы, это декоративные собаки. Вот. Там уход за шерстью очень, очень и очень. И там на одну косметику уходит очень много средств. Интересно, но если у вас проходят какие-то масштабные соревнования, то, наверное, есть какие-то определенные критерии. Есть, наверное, критерии вообще на подачу заявку, Да, допустим, кстати, определенной какой-то породы, да? Да, ну, значит, выставки, которые мы проводим, это экстерьерные выставки, выставки красоты. На каждую породу собак есть свой стандарт. И собака должна быть максимально к нему приближена, которая претендует на призовые места, на победу. Она должна быть максимально приближена к данному стандарту. Вот профессиональные заводчики, которые занимаются породами, они своей работой выводят собак именно для этой цели, чтобы максимально приблизить ее к стандарту породы. В конном спорте есть такое направление, как ипотерапия. Вот, и мне хотелось бы узнать вообще, насколько есть ли условия для детей, которые, может быть, просто хотят соприкоснуться Вы с знаете, животными, у нас есть группа владельцев собак, которые ездят по детским домам, значит, общаются с детьми, которые имеют... Это небезопасно для детей. Абсолютно да? небезопасно. Собаки проверены, они имеют устойчивую психику, очень контактные. Также собаки выдрессированы, они и танцуют, и показывают всевозможные. У нас есть такая группа людей, энтузиастов, которые этим занимаются. Бывают такие моменты, что человек, к большому сожалению, получает укусы по тем или иным обстоятельствам. Есть ли какая-то терапия, может быть, рекомендация, чтобы вот страх преодолеть этот? Ну, это, конечно, дело психологов, я тут ничего не могу сказать. Чувство страха бывает ко всему, к собакам, кошкам, тараканам, ко всему, что угодно. Поэтому здесь уже... А именно покусы собаками, это бывает в таких случаях, либо провокация собаки, вот, либо эта собака была обучена, скажем, для того, чтобы... Или собака находится на своей охраняемой территории, и она, естественно, будет ее защищать. Ну, здесь я ничего не могу сказать. В сущности, владелец, когда находится на улице собака, он должен ее контролировать в любом случае, потому что я не боюсь, вы не боитесь, она может бояться. Просто человек может испугаться, мало ли у него слабое сердце. Даже собака ничего не сделает, не укусит, просто пройдет рядом, может напугать. Вот. Вот такой у меня вопрос. Допустим, в 4 месяца мы купили собаку, и как объяснить, как донести до собаки, что вот мы хозяева какие-то определенные... Ну, здесь очень просто. Когда вот ко мне приходят за щенком, скажем так, я выпускаю щеночков, и люди вот выбирают. Человек сразу все равно возьмет ту собаку, которая первая к нему пошла. Вот. Ну, если даже так не произошло, и, скажем, щенок где-то пытается вас игнорировать, вы его все равно покупаете, вам нравится он больше всего. Я вам объясню, как правильно к нему найти подход. И этот каждый владелец, заводчик, потому что он каждого щеночка растит как ребенка, он знает его наизусть, все его повадки, все его замашки, он вам все расскажет. Но это хороший, правильный заводчик вам все объяснит и подскажет. Потому что у нас есть очень много, скажем так, очень недобросовестных. Это чисто вот штампуют дворняжек и пихают как породистых. И там вот отдали тебе, и трава не расти. Погибла у вас собака через неделю, а им все равно. Они новых наплодили и опять раздают. А вот как выбирать щенка? Ну, в первую очередь вы должны для себя определить, нужна ли вам собака, есть ли у вас достаточно времени, чтобы посвятить ей жизнь. Вот. Потом вы определяетесь с условиями, где вы живете, и возможностью содержания определенной породы.
Вот. Когда вы определились с породой, вы побольше должны изучить саму породу, узнать о ней, ее особенности. Я, конечно, не сторонник, когда заводят азиатов в квартирах, конечно, это азиату там сложно. Я даже не из-за того, что там где-то кому-то что-то мешает. Самой собаке там не сложно просто-напросто. Особенно если квартирка там маленькая, собаке развернуться негде, и она для этого не предназначена вообще, по большому счету. Сложно. Поэтому надо как-то оценивать свои силы и возможности. Учитывать все вот это. Да, во-первых, это во-первых. Во-вторых, надо учесть то, что содержание собаки это достаточно накладно, как и любого животного, потому что это корма, это предметы ухода, это груминг. Если вы не умеете сами его делать, вы обращаетесь в груминг-салоны, где ее помоют и так далее. Но это все достаточно накладно. Поэтому надо соизмерять свои возможности. Вот часто бывает такой вопрос: ой, я хотел бы подешевле собачку, у меня вот денег нету купить хорошую, ну, в смысле, задорого. Вот я бы хотел бы подешевле породистую. Ну, вы купили эту подешевле породистую, а кормить вы ее на что будете? И содержать. Вот я, например, не продаю таким людям собак вообще. Я не продаю котят в семьи, где дети младше 7 лет. Вот. Ну и щенков стараюсь тоже маленькими не продавать в такие семьи. Ну, такие, наверное, базовые советы от нашего кинолога. И да, вы, когда покупаете себе щенков или любых питомцев, относитесь к этому с большой ответственностью, потому что это живое существо, это ребенок, который приходит в вашу семью, и, наверное, обязателен правильный уход, питание. И если вы не можете обеспечить ему все это, то, наверное, лучше отложить такую покупку.